В эфире программа «Акцент». Здравствуйте. С этого года в России действует национальный проект «Культура». Действует он по всем субъектам Российской Федерации, в том числе и в Якутии. О том, какие направления в нем есть, сегодня поговорим с заместителем министра культуры и духовного развития Якутии Мариной Владимировной Силиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что в нем есть 3 направления. Какие это направления? Да, я, во-первых, хочу сказать, что наш проект в нашей республике осуществляется под кураторством нашего заместителя председателя правительства Ольги Валерьевны Балабкиной, и руководителем этого проекта назначен министр культуры и духовного развития Юрий Степанович Куприянов. И вот этот наш проект, он имеет 3 направления, как вы уже сказали. Это культурная среда, цифровая культура и творческие люди. Проект «Творческие люди», который как раз я курирую. И, собственно, в творческих людях есть какие-то свои поднаправления, я так понимаю, верно? Да, там есть вообще о проекте «Творческие люди» немножко скажу тоже, что он был создан, почему он был создан. Вот именно создать условия для творческого потенциала наших граждан, скажем так, да. То есть это и вот эти вот направления, это какие? Это, значит, создание условий для реализации каких-то творческих проектов, повышение квалификации, значит, работников культуры и руководящего состава, волонтерское движение, безусловно. Вот такие у него направления, скажем так. Уже по итогам полугодия, все-таки полгода, да, он работает с января месяца. Есть какие-то мероприятия крупные, которые действительно заметно прошли не только для региона, но и для России? Ну, я, наверное, здесь выделю одно из самых крупных мероприятий. Это 3-й конгресс международный в рамках «Музыка для всех». И в рамках этого конгресса 1-й международный конкурс «Розовая чайка», который прошел. Это вот как раз конкурсы, которые, получается, выявляют одаренных детей, способствуют продвижению дальнейшего их потенциала творческого, да, и опять же здесь идет взаимодействие педагогов, то есть тоже обмен мнениями, обмен опытом, обмен кадрами. Ну вот в рамках этого проекта «Музыка для всех», то есть конгресс и конкурс «Розовая чайка». Сколько дней он проходил? Так, он проходил неделю так был, потому что там вот конкурс, он сам шел, конкурс где-то 4 дня, плюс конгресс, который все объединил, можно сказать, да, и был таким завершающим аккордом этого конкурса «Розовая чайка». Если поподробнее, да, о конкурсе, наверное, расскажу. Конкурс впервые проходил у нас, назван «Розовая чайка». Много ассоциаций наверняка, да, но прежде всего это розовая чайка, это птица, которая занесена в Красную книгу, такая маленькая птичка. Вот. И мы преследовали тоже в названии, то есть, что наши таланты, они как в Красной книге, да, мы их должны беречь, да, они уникальные, мы их должны найти, выявить и сберечь и сохранить, да. И еще одно из новшеств конкурса, это впервые, я думаю, мне даже кажется, в мире, не побоюсь этого слова сказать, конкурс проводился в одной из номинаций, была номинация «Музыка для всех». Что это значит? «Музыка для всех» — это, значит, могут принять участие любители музыки, которые обучаются музыке вот просто по велению сердца. Обычно все конкурсы, они проводятся среди профессионалов, так и у нас было по 3 номинациям: фортепиано, виолончель и скрипка. И вот одна номинация «Музыка для всех» — это включали в себя любители. Там были и ансамбли, и просто сольные исполнители. Вот, то есть это было впервые. Опять же, для чего это? Это для того, чтобы мы находили талантливых людей. И среди любителей тоже. Да, среди любителей. И потом мы их обучали уже предпрофессионально, в дальнейшем уже. А были какие-то интересные коллективы? Потому что я знаю, что, по-моему, должны были приехать семья, в которая там, по-моему, рок-группу создала даже. Да, они были, да, они у нас, они считаются лучшим ансамблем у нас на нашем уровне, они у нас выиграли, да, они были. Также, вы знаете, у нас был сначала мы думали, что этот ансамбль, коллектив, они будут вне программы. Это коллектив из Южной Кореи, оркестр, маленький симфонический оркестр. В нем играют музыканты с ограниченными возможностями здоровья.
В результате, когда они приняли участие, они боролись наравне со всеми, да, научных основаниях, и они заняли 3-е место в своей номинации, ехали очень довольные. Они играли на гала-концерте, и публика просто неистовствовала, как говорят. Неважно, что возможности здоровья ограничены, Да. возможности у них на самом деле творческие не ограничены точно. Да, они были очень такие, знаете, музыкальные и чувствуют очень хорошо музыку, эти дети. Много стран было участниц в этом? У нас так, я вам больше скажу, больше 400 участников было вообще, детей и юношей, как бы юношества, да. Страны, значит, получается, ну, конечно же, Россия, Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва, да. Затем были участники АТР, ну, получается, стран Тихоокеанского региона, Корея, Япония и Китай. Вот. Ну, естественно, большую часть это были наши участники, наших улусов, отдаленных маленьких сел, приехали даже из очень отдаленных деревень. Ну, в общем, это был такой праздник музыки. Праздник. Да, праздник музыки. Я так понимаю, судя по названию «Творческие люди», что все-таки люди — это кадры, да? Сейчас какая существует программа, и есть ли она вообще у Минкультуры по переподготовке кадров, может быть, да, или, может быть, по подготовке молодых специалистов? Да. Ну, в рамках национального проекта, Да, естественно. вот как раз в рамках этого проекта у нас прямо идет отдельно подготовка, это повышение квалификации творческих работников и работников культуры. Да? Значит, в этом году мы обучаем 155 человек, переобучаем и повышаем квалификацию. По России выделено 15 таких головных вузов или которые вузов принимают искусства, да, которые будут обучать. Да. людей из разных субъектов. Из разных субъектов, да. И мы, значит, у нас будут обучаться, вот уже сейчас точно я знаю, что в Дальневосточном институте, Государственном институте искусств, в Красноярском государственном институте культуры. И самое большое количество это будет Российская академия имени Гнесиных. Вот. У нас договоренность такая с этой академией, что не мы поедем туда, поскольку это довольно-таки сложно финансово из-за удаленности нашего региона, а все-таки кадры — это один из самых старейших вузов и один из самых почитаемых. Поэтому мы договорились, что сюда приедут читать Педагоги, да? Педагоги, переобучать, и уже в октябре-ноябре вот подъедут, я вот даже могу назвать, что уже подъедут, значит, 2 больших мастер-класса и курсов будут читать. Это, значит, будет курс в октябре, читает заслуженный артист России, кандидат, доцент кафедры органа и клавесина. У него будет очень интересная лекция «Музыка барокко и классицизма». Вот, Майкопар Александр Евгеньевич. И через 2 недели подъедет заведующий кафедрой баяна и аккордеона, и он будет читать Фридрих Робертович Липс. Он будет читать, значит, интересные лекции по выдающимся музыкантам, педагогам Гнесинской школы. Вот, там будет квалификация баяна и аккордеон. Уже определены участники, кто сможет стать слушателями? Да, или... определены, потому что заявки уже были сформированы, с весны начиная мы уже формировали потребности. Ресурсно-проектный центр у нас этим занимается, и там в основном преподаватели, естественно, педагоги школ музыкальных, педагоги высшей школы музыки, музыкального училища, колледжа искусств. Ну, то есть те, кому нужно как раз это повышение квалификации. А что касаемо молодых кадров, я знаю, что была подготовка такая тут большая, и ребята поступили, долгожданный курс был набран. Расскажите, пожалуйста, про Да, это было очень интересно. Конечно, в этом году, после 21-летнего перерыва, получается, возобновился курс театральное училище имени Щепкина. 21 человек поступили, 1 человек это как бы на коммерческой основе, 21 человек, которые будут обучаться у нас теперь после такого перерыва. Это будет 6-я якутская студия, она уже набрана. Более 100 человек претендентами были во время этих экзаменов. Ну вот взяли самых-самых, естественно, потому что отбор очень сложный. Сначала он проводился на базе нас, как бы мы делали отбор. То есть комиссия была? Да, я тоже была в этой комиссии. Как бы, да, там участвовали и актеры, представители Союза театральных деятелей, в общем, те, кто причастен, да, вот непосредственно. Председателем был Андрей Исаевич Борисов.
Вот. И эта комиссия, отобрав уже скажем так, из всех более маленькое количество, представила на суд уже московской комиссии. В московской комиссии, значит, приехали замечательные преподаватели, мы с ними очень подружились. И даже что-то взяли у них. Я как актриса тоже немножко поучилась у них. Вот Афонин Валентин Николаевич приехал, профессор. Он преподаватель именно мастерство актера. Он набирал, получается, курс. Затем Макарова Наталья Алексеевна, она профессор, преподаватель сценической речи. И Кизилова Аля Андреевна, она преподаватель по тоже мастерству актера, она секретарь приемной комиссии. И вот они работали, получается, 4 дня, даже 5 дней, да. Довольно напряженно, вот, потому что вот мы и подготавливали наших молодых будущих актеров к тому, что этот экзамен будет довольно сложный, потому что там очень много критериев, и речь, и умение петь, и пластика, умение правильно сформулировать свою мысль, быть красивым, да, тоже актер, он должен быть красивый, да. В общем, он должен себе так представить, чтобы потом представлять культуру нашей республики в дальнейшем. И еще я хотела бы сказать, что это обучение будет вестись именно для национальных театров на якутском языке. То есть все преподавание будет на якутском языке? Да, на якутском языке. Но именно мастерство актера. Они будут сдавать экзамены на якутском языке. А вот в следующем году у нас такой проект, и я надеюсь, он успешно будет реализован. Планируем примерно 7 человек набрать училище имени Щукина, где ректором является народный артист Евгений Князев. Вот это уже для нашего Государственного академического русского театра. Мы хотим, чтобы тоже кадры пополнялись молодыми новыми актерами. То есть так одновременно 2 театра крупнейших в республике набирают себе новый состав, практически молодых, готовят. Интересно. Ну, Щепкина, они будут, конечно, возможно, там кто-то в театр юного зрителя, театр Ланхо, может быть, и театр актеры и куклы тоже, возможно, там, и Нюрнбергский театр, возможно, они тоже себе там отсмотрят, эти ребята. Вы были в комиссии, насколько было сложно все-таки отбирать ребят? Это же такая ответственность, не упустить вот самородок. Да, было сложно на самом деле, потому что немножко они вначале такие скованные, дети наши приходят, но это у нас опять же наш менталитет, возможно, северный, да, они у нас сдержанные внешне, но внутри у них, конечно, там кипели страсти. Огонь. Огонь, да, кипели страсти. Вот. Ну, смотрели по разным, конечно, критериям. Ну, прежде всего, наверное, должно быть очень хорошее владение якутским языком, именно литературным, да, то есть отрывок, который они читали, отрывки, они должны быть исполнены вот именно, ну, практически профессионально, да, вот. Я знаю, там даже такая преемственность поколения получилась, потому что бабушка одной из девочек, по-моему, артистка театра одного из республиканских, да? Да, Нюрнбергский театр, передвижной Нюрнбергский театр драматический, и Валентина Пантелеймоновна Николаева, она там отслужила уже вот больше 50 лет, там служит, является тоже выпускницей Щепкинского училища в свое время, да, и народная артистка. И вот мы даже не знали, сначала эта девочка скрывала, вот, это Алена Пономарева, она скрывала, а потом, ну, конечно же, это выяснилось, что вот, ну, мы рады, что такая преемственность существует, и в театральных кругах династии это здорово, это так и должно быть, поэтому мы очень рады, что у нее такая девочка интересная, внучка. Но я знаю, что еще помимо вот набора, да, в курсов есть интересный проект «Волонтеры культуры». Это очень такой популярный сегодня, об этом много говорят по стране. Сегодня в Якутии какая работа ведется и действует ли у нас это? Да, у нас тоже, конечно же, действует эта программа «Волонтеры культуры». Мы должны за весь, ну, скажем так, период действия вот этого проекта вовлечь в нашу волонтеры культуры, ну, 300 человек. Но на самом деле я уверена, что у нас будет эта цифра больше, потому что волонтеры культуры, они участвуют во всех наших мероприятиях. У нас мероприятий очень много. Даже взять вот эту «Музыку для всех», которая прошла, там очень много участвовало волонтеров. И я думаю, это как бы даже не проблема. Вот. А в рамках этого проекта вот буквально скоро первое, что проводится, это, значит, фестиваль творческих сообществ Таврида Арт.
И в смене именно смене, арт-смена, так называемая, да, вот будут как раз участвовать наши волонтеры культуры, 5 человек определено. Мы их тут, в принципе, выбирали на своем уровне, но, как говорится, положительный и последний ответ дает именно Таврида сама. То есть будет еще такой Да, еще как бы фильтр. федеральный отбор будет, фильтр, да. Вот они едут, это будет, ну вообще это замечательный проект, это тоже вот обмен новыми проектами, обмен вот между молодыми какими-то своими новыми идеями, в общем, там очень интересно. Вот. И еще один из проектов пилотный в этом году, впервые он проводится, это, значит, сейчас скажу, волонтеры культуры, получается, волонтеры наследия. Он будет проводиться в городе Печоры Псковской области. Ну, здесь у нас, получается, мы будем проводить совместно с Департаментом по охране памятников и органами местного самоуправления. Мы формируем свою команду, тоже наши волонтеры, которые будут участвовать именно в как-то там реставрации памятников. Потому что на территории Печоры там очень много заповедных мест, монастырей, захоронений, и вот наши волонтеры тоже будут в этом участвовать. То есть, получается, люди, которые, в принципе, реставраторы, да, поедут наши? Или это просто не совсем реставраторы, вот просто волонтеры, кто желает, кому нравится это, да, получается. А у нас здесь, я просто хочу сказать для наших слушателей, и вот это то, что у нас есть свой региональный волонтерский центр, который создан на базе музея «Россия. Моя история». И руководителем его является Васильева Лена Иннокентьевна, работник этого музея. Да? Вот, она координирует всю эту работу. То есть вот она же все равно ведется кропотливо. Это все постепенно. Мы регистрируемся, мы участвуем, у нас акции проходят. Да? А вот это всероссийская акция, к которой мы тоже присоединились. То есть если я хочу попасть туда или просто стать волонтером, могу прийти в музей и... Да, и потом мы регистрируемся на сайте, волонтеры культуры, получается, да, регистрируемся и потом участвуем в различных, ну, как где вы хотите, выбираете для себя какие-то интересные проекты и вот участвуете. Хорошо, спасибо большое. Это была программа «Акцент». До свидания.